Шахрудин Сидир Султан – фермер в третьем поколении. Всем тонкостям этого дела его научил отец и дед. За своими подопечными мужчина ухаживает с особой любовью. Это и есть секрет успеха. Для крупнорогатого скота нужно не так уж и много. Свежий корм и забота хозяина. Шахрудин уже более 20 лет поставляет на рынок мраморное мясо. По мере возможности стараемся развести скот и держать как-то. Хотя мелкие, крупные, лошадей, бычков, коров. Ну, стараемся. Для развития скотоводства есть почти все. И спрос растет, и администрация Шелковского района поддерживает. Теперь благодаря фермеру на прилавках магазинов республики есть экологически чистый продукт. Мы производим баран, и коров, и лошадей, всякие. Хотя мало, но чуть-чуть, хотя для себя. Реализуем Шелковского района, они нам очень помогают. И ветеринарная служба тоже уделяет нам внимание, тоже помогает мне. В производстве овощей, оказывается, тоже есть место высоким технологиям. Отсутствие пестицидов и других вредных веществ – главный козырь местных сельхозпроизводителей. На сегодняшний день чеченский мед – один из вкуснейших десертов на столах. По словам специалистов, в будущем планируются поставки меда и в арабские страны. У нас пчеловодство очень развитое. Мы можем собрать меда столько, сколько наша республика, наше руководство может продать за пределы. Наши продукции, пробы вывезены в лаборатории Краснодарский край, где будут оценивать качество и будут выдавать лицензии, сертификат качества. Как только мы получим сертификат качества, наши пчеловоды совместно с республиканскими собираемся эту продукцию выставлять за границу арабской страны. Теперь, когда главный вектор движения в стране – это импортозамещение, фермеры могут развернуть свою деятельность максимально масштабно. Республика сможет полностью отказаться от импортных продуктов. И через год, таков срок действия эмбарго, получится так, что европейским производителям деликатесов возвращаться будет просто некуда. Земфира Лолаева, Расул Арцухаев, Тамерлан Арсанукаев. Новости.